Не могу без него. Но сейчас, на данный момент, я его дома оставила. Специально, чтобы немножко без него побыть. Немножко сложновато, но ничего, можно как-то. Наверное, часа 3 без него. Это для меня рекорд. Ну, не больше суток, потому что я помню, что у меня один раз телефон сломался, я вот сутки как-то еле дотерпела. Когда я жду важного звонка по делам, какие-то надо вопросы решить, то я в какой-то мере от него зависима. Но когда у меня ничего такого срочного нет, то я спокойно могу обойтись без телефона. Мама в Северной Осетии живет, сестра в Краснодаре. И я поэтому должна быть постоянно с ними на связи. Только из этого сказать, что я прям увлекаюсь, допустим, тем же Инстаграмом, очень редко. В гаджете я только общаюсь с друзьями. Вот. Иногда просматриваю полезную для меня информацию и стараюсь беречь глаза. В сутки, наверное, 40 минут, не больше. ما يسكمك فقط فجور نيتما منم مزردم شو سبلتن كايدات تنشاش تليفون تابي فينا. Я не могу сказать, что зависима от телефона, но провожу часто время в телефоне. Иногда захожу посмотреть фото друзей, фотографии, новости. Если я занята целый день, то я вообще могу целый день не брать в руки в телефон. Телефон в руки, то есть. Не сижу много, но чуть дольше, чем подруга сижу. Независимо от телефона, в отличие от моих детей, конечно. Не только дети телефоном заняты, но и взрослые тоже. Не думаю, что кто-то больше, кто-то меньше. Дети более зависимы, чем старшее поколение, поскольку у старшего поколения больше забот. Я продаю серебро, занимаюсь серебром, и поэтому без телефона никак. Я веду Инстаграм, рабочая страница у меня там, и мне каждый день надо что-то выкладывать обязательно. Нормально, честно, мне нормально без гаджетов. Но я просто всегда паникер, переживаю, как там мама, как сестра и так далее. Или муж, когда выезжает за город куда-нибудь во Владикавказ.